Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале нашего выпуска мы предлагаем вам прогноз погоды. Итак, сегодня, 9 ноября, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра минус 20, минус 26 градусов, днем минус 18, минус 22. Заречье утром минус 28, минус 34, днем минус 23, минус 28 градусов. Южные Улусы утром минус 23, минус 26, днем минус 18, минус 19. Вилюйские Улусы минус 20, минус 30 утром, ну а днем минус 14, минус 24. Нижнеленские Улусы утром минус 25, минус 34 и минус 25, минус 30 днем. Западные Улусы минус 16, минус 27 утром и днем минус 9, минус 18. Колыман-Дигирские Улусы утром минус 14, минус 24, ну и днем также минус 14, минус 24. Янские Улусы минус 16, минус 32 утром и днем минус 17, минус 30. Северо-западные Улусы минус 18, минус 25 утром и днем минус 13, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 18 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 17, минус 19 градусов. Друзья, сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных новостях региона, страны и мира на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Попасть в реестр малого и среднего бизнеса стало проще. Вступил в силу закон о его ежемесячном обновлении. Это существенно упростит доступ к льготам и мерам господдержки малым и средним предприятиям. Раньше реестр обновлялся только раз в год, 10 августа. Компании, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности использовать льготные программы кредитования, специальные налоговые режимы или же получать преференции при госзакупках. Программы поддержки в период коронавируса также оказались недоступны. Теперь ФНС будет собирать данные с компаний на ежемесячной основе до 10 числа каждого месяца. Исключать компанию из реестра при этом будут по-прежнему только раз в год, 10 августа. Многодетные семьи Якутии и владельцев автомобилей на газовом топливе освободят от уплаты транспортного налога. Об этом сообщили в Минэкономики региона. От уплаты транспортного налога освобождены жители арктических районов, а также инвалиды и законные представители детей-инвалидов. Кроме того, предлагается освободить от данного налога многодетные семьи и автомобили, перешедшие на газ, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Якутия входит в тройку регионов с самыми низкими ставками транспортного налога в стране. Они были установлены в 2010 году и с тех пор не индексировались. Законопроект о внесении изменений в закон о налоговой политике предлагает повысить налог в 2 раза для автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. В период ледостава обеспечение заречных больниц, в том числе запасами кислорода для ИВЛ, на особом контроле Минздрава. Глава региона С.Н. Николаев поручил продолжить работу по оказанию практической и организационной помощи центральным районным больницам. Минздрав уже проинспектировал Нюрбинский район, а на этих выходных выехал в Татинский. Там имеются 60 инфекционных и 15 провизорных коек, 3 реанимационные койки, 3 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов. Региональный Минздрав держит на особом контроле обеспечение заречных районных больниц, в том числе запасами объемов кислорода для аппаратов ИВЛ.
Колл-центр оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заработал на базе IT-Куба в Нюрбинском районе Якутии. Главная задача – это разгрузить медиков Нюрбинской центральной районной больницы, на которых ложится огромная нагрузка. В центре в 2 смены работают операторы под руководством директора Центральной библиотеки. Специалисты же IT-Куба оказывают им всю необходимую техническую поддержку. В офисе стоит большой светодиодный экран, где отображаются сведения по эпидемиологической ситуации в районе. Позвонить в колл-центр можно, например, если у человека изменилось самочувствие. Не было симптомов, а потом они вдруг появились. Или если не получается дозвониться до своей поликлиники. Также колл-центр обзванивает находящихся на амбулаторном лечении пациентов. В случае, если им нужна помощь в доставке продуктов и лекарств, работники сообщают об этом в волонтерский штаб. Названы способы уберечь номер телефона от попадания к мошенникам. Эксперт рекомендует пользоваться отдельными номерами для разных задач. Основные, например, банковские приложения, должны быть привязаны к одному номеру, а прочие аккаунты к другому. Также не стоит оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах. Кроме того, стоит скрыть аватарку в мессенджерах, например, WhatsApp, от тех лиц, которые не являются вашими контактами. Будет полезно запретить поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей. Номер мобильного телефона, попавший в руки злоумышленников, может раскрыть множество сведений о своем владельце, которые впоследствии могут быть использованы в корыстных целях. Конкурс за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» стартовал в России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по делам национальностей. Отмечается, что премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России. И, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего все народы нашей Родины. Общероссийский конкурс проектов инициирован в 2017 году и призван подчеркнуть языковое многообразие России, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия, а также продвижение русского языка за рубежом. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости региона и страны к этому часу. Благодарим наших коллег, и мы продолжаем наш эфир. Друзья, сейчас мы хотим предложить вашему вниманию одну из наших традиционных рубрик под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаете в следующем материале. У овнов сегодня возникнет соблазн попробовать начать некоторые изменения в жизни. И если вы будете действовать более дипломатично, вы победите. Это время с прекрасными шансами на более стабильное будущее. Новости из деловой сферы порадуют вас. Но и личная жизнь не останется в стороне. Определенные отношения могут начать беспокоить тельцов. Звезды рекомендуют прислушиваться к своей интуиции, потому что только так вы сможете избавиться от определенных мыслей, которые не дают вам покоя. Быть осторожнее – это самое главное сейчас. Просто откажитесь от любых серьезных рисков, и ошибок не будет. В течение дня близнецам желательно максимально использовать возникающие возможности и шансы. Удача не постоянно окружает вас, поэтому постарайтесь извлечь как можно больше пользы из всех возможностей. Вас ждет отличный день, и не стесняйтесь ставить себя на первое место. Раки. У вас есть важная мечта, но вы предпочитаете оставить ее на потом, опасаясь, что она не сбудется. Будьте более уверенными в себе и не расстраивайтесь. У вас все получится. У львов отношения с близкими людьми будут немного натянутые, но не из-за вас. Не поддавайтесь влиянию окружающих, старайтесь быть более дипломатичными и не сдавайтесь пессимизму. Не критикуйте себя. Вы и только вы знаете, как будет правильно и лучше для вас. Сегодня девы будут более возбужденными, чем обычно, от чего сильно устанут. Звезды поддержат вас во всем, что вы делаете, но рекомендуют быть более осторожными в принятии решений. Существует большой риск ошибок из-за спешки и не до конца продуманных решений. Некоторые проблемы, с которыми столкнутся до сих пор весы, разрешатся раньше, чем вы думали. У вас будут большие достижения в этот день, даже если они не на уровне ваших ожиданий. Будьте оптимистичны, и этот день изменит некоторые аспекты
аспекты вашей жизни к лучшему. Скорпионы. Ваше беспокойство связано с некоторыми инвестициями или тратами. Лучше не пытаться кардинально навязывать свою точку зрения в этот день, никого не слушая. Желательно также принимать все, что вам говорят ваши близкие, иначе вы можете начать большую ссору, которую будет сложно погасить. Сегодня стрельцы могут очень разочароваться в человеке, который, возможно, рассказал о вас неправду. Даже если он попросит прощения, вы будете настроены скептически и недоверчиво. Доверяйте своей интуиции и инстинктам, они вас не подведут. У козерогов будет много работы, и вы не сможете выполнить все, что намеревались сделать. Семья и хороший друг окажут вам существенную и неожиданную помощь, что улучшит ваше самочувствие. Водолеи приближаются к достижению цели, которую поставили перед собой некоторое время назад и для которой приложили серьезные усилия. Не волнуйтесь, успехи сделают вас счастливыми. В этот период рыбы придадут большое значение своим отношениям с близкими людьми. Вы сможете узнать много нового, поймете, на кого можете положиться, а кто все делает только для своей выгоды. В профессиональной сфере может появиться новый проект, на котором вы сможете хорошо заработать. Надеемся, этот день для всех пройдет удачно. Если даже возникнут какие-то трудности, то они будут решаться очень просто и легко. Сейчас, прежде чем перейти к основным темам сегодняшнего эфира, друзья, мы хотим предложить вам подборку интересных, может быть, даже забавных новостей. Итак, давайте начнем. Употребление в пищу чеснока, лимона, а также аскорбиновой кислоты не может резко укрепить иммунитет. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре. Специалисты считают, что вообще специального продукта, способного усилить иммунитет, не существует, так как сопротивляемость организма болезням складывается из различных факторов, в том числе здорового питания. В рационе должно быть достаточно белков, витаминов и микроэлементов, которые есть в мясных и молочных продуктах, свежих овощах, фруктах, а также зелени. Отмечается, что любые витаминные комплексы может назначить только врач. Ведь сам человек не знает, какие витамины в его организме в дефиците. Специалисты вместе с этим предупреждают, при бесконтрольном употреблении витаминов в организме может возникнуть гипервитаминоз. А в Госдуме Владимира Путина попросили присвоить бойцу смешанных единоборств звание Героя России. Депутат Гаджимурат Омаров написал письмо президенту с прошением рассмотреть возможность присвоения почетного звания чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Омаров в письме отметил, что боец в молодом возрасте вписал свое имя в историю страны громкими победами в спорте, а также активностью в сфере благотворительности. Напомним, совсем недавно, 24 октября, Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив удушающим приемом американца Джастина Гейджи. После этого 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры, уйдя из мира ММА непобежденным. Напомним, в его активе 29 побед, 13 из которых он одержал в ведущем промоушене при 0 поражений. Добавим, что после очередной успешной защиты титула Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Как известно, любители фильмов порой готовы потратить большие суммы денег на покупку вещей, которые связаны как-то с кинолентой или же с их любимым киногероем. Один из таких фанатов приобрел на британском аукционе полноразмерный макет автомобиля Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер» за $201 тысячу США. Внешний лот полностью повторяет классический Aston Martin DB5, но фактически это просто большая игрушка. Ведь по сути это стеклопластиковый кузов, собранный вокруг стального каркаса и установленный на шасси прицепа. Какие-либо агрегаты внутри отсутствуют, зато в этом макете имеется полный набор шпионских штучек. Тут вам и вращающиеся номера, и съемная выбрасывающаяся крыша, и пуленепробиваемый щит сзади, разбрызгиватель масла в задних фарах и даже система постановки дымовой завесы. Напомним, все это удовольствие было продано за $201 тысячу покупателю, который пожелал остаться неизвестным. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Благотворительная акция «Подари детям будущее» объявляет сбор средств в помощь Саше Живкович, 2003 года рождения, на специализированное лечение в детской клинике «Шнайдер», город Петах-Тиква, Израиль. Сейчас семье необходимо внести депозит на лечение. Диагноз – саркома Юинга мягких тканей средней трети левого бедра. Чтобы помочь Саше, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 34 34 или 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Саше вместе. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. В эфире национальной вещательной компании «Саха». Вновь новый день. Мы работаем в прямом эфире. Утро – время завтрака. А завтрак, как известно, должен быть не только сытным, но и вкусным. Мы хотим предложить вам очень интересный рецепт венских вафель. А если досмотрите сюжет до конца, то узнаете очень интересный факт о происхождении вафель. Приятного просмотра и аппетита! Доброе утро! Сегодня я хочу поделиться рецептом венских вафель. Если вы хотите их есть с утра горячими, свежими, то вам придется встать чуть-чуть пораньше. Итак, для этого нам понадобится масло, молоко, яйца, сахар, мука, разрыхлитель теста, сахарная пудра и, конечно же, самое главное – вафельница. Для начала нам понадобятся яйца с сахаром. Сахар нужен 100 грамм. Ну все, наша яичная масса готова. Я ее взбивала минуты 3 или 4. Теперь в нашу яичную массу нужно добавить 100 грамм масла. Здесь 200 грамм. Значит, выделяем половинку. Теперь еще раз хорошенько взбиваем. Сейчас нам понадобится мука 200 грамм. Ну что ж, я тут немножечко прибралась. Для удобства я яично-масляную консистенцию перелила в емкость и разрыхлитель теста насыпаем в муку. Лучше разрыхлитель положить в муку и хорошенечко размешать. Дальше муку пересыпаем в массу. И хорошенечко перемешиваем. Следующий этап – это молочко. Его понадобится 100 грамм. Вот такое у нас красивое, эластичное тесто получилось. Тем временем у меня уже нагрелась вафельница. Можно выкладывать. Через 5 минут можно проверять вафли.
готовы. Как вкусно пахнет. А кстати, а вы знали, что означает слово «вафля»? Оказывается, на немецком языке это означает пчелиные соты. И вправду, очень даже похоже. Наш завтрак готов. Всем приятного аппетита. Замечательный рецепт. Друзья, завтракайте вкусно и сытно. Ну что ж, мы идем далее. Каникулы закончились. Якутские школьники с сегодняшнего дня приступают ко второй четверти, причем в очной форме. О том, как будет организован образовательный процесс и какие меры предосторожности будут соблюдаться, нам расскажет начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Лена Борисовна Тен. Она сейчас с нами на прямой видеосвязи. Итак, Лена Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как же будет организован образовательный процесс во второй четверти? Что ждет якутских школьников? Ну, прежде всего, начнем с того, что у нас сегодня 413 школ выходят из каникул. То есть пока остаются на каникулах 238 школ, и при этом, значит, никаких больших изменений нет. Город Якутск по распоряжению главы, значит, выходит уже сегодняшнего дня. При этом, значит, по распоряжению и приказу также управления образованием с 1 по 4 класс и с 9, 10, 11 классы они будут обучаться очно. А остальные классы, они будут обучаться в смешанной форме, то есть с применением дистанционных технологий электронного обучения. Ну, это касается, как мы знаем, города Якутска. Что же насчет улусов? В улусах тоже то самое, то есть здесь уже принимает конкретно решение сама образовательная организация, но насколько мы мониторим, ежедневно мониторим, то получается, что в основном они обучаются в очной форме и с применением дистанционных технологий. И исходя из ситуации, примерно 50 школ бывает в день, обучаются в дистанционной форме. Но также мы знаем о том, что родители могут выбрать для своего ребенка дистанционную форму обучения. Что нужно для этого сделать? Да, в соответствии с законом каждый родитель имеет право, или имеет возможность обучать своего ребенка дистанционно. В таком случае он подходит или пишет заявление директору школы, директор школы, значит, разрешает, он обязан разрешить, и этот ребенок тогда обучается дистанционно. При этом по тоже мониторингу, и судя по мониторингу, таких родителей становится больше. В городе Якутске таких случаев очень много. Классами переходят на дистанционное обучение. Но мы знаем, что во время каникул продолжалась работа по ведению мониторинга заболеваемости. Каковы же цифры? Значит, по заболеваемости у нас мониторинг, он обычно проводится в рабочие дни, потому что в субботу не все школы, допустим, классы обучаются и так далее, и получается не объективная картина. Поэтому по данным на 6 ноября у нас, значит, детей, заболевших 483 ребенка и 402 сотрудника. Причем, значит, выявлены именно 6-го, это 46 обучающихся и 33 сотрудника. Хорошо, Лена Борисовна, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Мы желаем вам удачи в дальнейшей работе. И, конечно же, надеемся, что все ученики успешно начнут вторую четверть. Друзья, мы идем далее. 55 лет назад в Якутске был установлен памятник комсомольцам 20-х годов. Фигуру двух комсомольцев на Комсомольской площади в Якутске можно увидеть и в Москве на Воробьевых горах. Тайны советского прошлого узнавала Туяра Константинова. Существованием памятников близнецов стал широко известен лишь в 90-е годы.
Автор скульптурной группы – народный художник РСФСР Юрий Георгиевич Нерода. Нерода создавал экспериментальные образы советской эпохи, а его работы украшали главные площади советских республик. Есть такая прекрасная книга «Якутия», выпущенная Сан Санычем Калашником, известным архивистом, хроника «Факты событий». По данному материалу мы узнаем, что данный памятник был установлен в 1965 году, а вот в Москве на Воробьевых горах подобный памятник был установлен уже в 1972 году. Памятник на бульваре Университетского проспекта называется «Первые комсомольцы». Он был изготовлен на пожертвование членов городской организации ВЛКСМ. После развала Союза объект монументальной пропаганды находился в запущенном состоянии, и лишь в 2014 году его отреставрировали. На мой взгляд, дело в том, что при советской власти дубликаты ставили практически повсеместно. Если мы даже возьмем Владимира Ильича Ленина памятники, то есть абсолютно одинаковые, идентичные памятники Владимира Ильича Ленина, они были установлены практически по всему Советскому Союзу. Памятники-близнецы, как и здания, построенные по типовому проекту, были возведены во многих советских городах. Известно, что здание Русского академического театра имени Пушкина в Якутске является копией кинотеатра «Дружба», построенного в Ижевске в 1932 году. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Вчера у якутского быка холода вырос первый рог. По поверьям якутов, именно 8 ноября считается началом зимы. Какая погода нас ждет в ноябре-декабре, нам расскажет заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шехиров. Он сейчас с нами на связи. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот если говорить о погоде, вот в ноябре и декабре, вот какая погода ждет якутян и вот где будет намного холоднее, где теплее? Ноябрь для нашей республики считается первый зимний месяц, и в этом году он начался с морозной погоды. В центре и на западе до минус 25, минус 30 градусов, в Заречье до минус 36 были морозы. А на северо-востоке республики температура опускалась до минус 42. Такая погода была ниже нормы на 5-8 градусов. Но пока устойчивых морозов мы не получили, лишь только подготавливались к ним. И циклоны с Красноярского края и из Камчатки, они способствуют такой неустойчивой погоде. Очередной циклон мы ожидаем на этой неделе, с 10 по 15 ноября. Наиболее теплая погода ожидается на западе и юго-западе Якутии с дневными оттепелями до плюс 2 градусов. Такая температура ожидается сейчас, скорее всего, даже сегодня в Ленском районе, по Ленскому району от минус 3 до плюс 2 градусов. В центральной части республики температура воздуха также ожидается выше нормы на 5-7 градусов. В ночные часы температура будет опускаться до минус 15-20, а днем до минус 5, минус 10. В пределах нормы погода сохранится на Каяне и Аймиконе. Ночью будут морозы до минус 33, минус 38 градусов, дневные часы до минус 25, минус 30. Ну, как я понял, погода балует, да, ленчан, минус 2 градуса, очень теплая погода, действительно. Но что касается у нас настоящих похолоданий, да, в скором времени мы знаем то, что действительно похолодает, когда же ждать якутянам резкого снижения температуры? По предварительным прогнозам, можно сказать, пока только предварительно в декабре, что декабрь будет довольно-таки прохладным месяцем, и морозы будут опускаться до минус 43, минус 48 градусов в центральной части республики. Но ноябрь еще, нас побалует центральную часть, а северо-восток республики, он будет держаться в такой морозной температуре. То есть ждем похолодания в декабре, дорогие друзья. Ну и вообще в последние годы на территории нашей республики все чаще наблюдается нарушение норм, температурных норм. Как вы думаете, с чем это связано? Климатические, нормы, они были всегда и во все года. Просто сейчас это широко освещается в СМИ, в интернете и социальных сетях. Какие-то были, даже температуры были в 40-х годах, в 70-х были. Мы даже некоторым температурные рекорды, может, даже и не побили еще прошлого столетия. Да, температура, конечно, заметно видно, что она меняется, и почти у нас каждый месяц в нашей республике он в
какой-то, ну, становится, скажем так, рекордным, да, перебивает какие-то рекорды. Вот есть, да, вот, ну вот для ноября, считайте, да, очень странная температура ожидать вот в Ленском районе сейчас до плюс 2 градусов. Но западные районы, они всегда подвергаются вот этим вот циклонам, которые идут вот с Красноярского края. Поэтому температура там вот все время в процессе даже всего зимнего периода, она там бывает практически неустойчивой. Вячеслав, благодарим вас за то, что приняли участие в нашем эфире. Желаем вам успехов в дальнейшей работе. Дорогие друзья, вы услышали, какая же погода нас ждет в ноябре и декабре. Ну а сейчас мы перейдем к рекламной паузе, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Udah cokotan teleponan dulu dengar. Coba koronir. Tabii eteme kurugin. Ja, kötüpüt. Bugün bir yakın öldü. Kanallara bilsi ha. Aha. Arın solun kim diyeni? Гриша, да. Гриша. Гриша kodu. Начата Гриша. Алексей. Тугнан жаратан аны Гриша. Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Подаю. Kısım da kapsa derdim. Tuhmit biznesmenin olacağını kırardım. Pa diyen. Pada pa. Красавчик. В эфире снова новый день, а мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы хотим передать слово нашим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях страны и мира на сегодняшний день. И эфир продолжает новостной блок. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Попасть в реестр малого и среднего бизнеса стало проще. Вступил в силу закон о его ежемесячном обновлении. Это существенно упростит доступ к льготам и мерам господдержки малым и средним предприятиям. Раньше реестр обновлялся только раз в год, 10 августа. Компании, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности использовать льготные программы кредитования, специальные налоговые режимы или же получать преференции при госзакупках. Программы поддержки в период коронавируса также оказались недоступны. Теперь ФНС будет собирать данные с компаний на ежемесячной основе до 10 числа каждого месяца. Исключать компании из реестра при этом будут по-прежнему только раз в год, 10 августа. Многодетные семьи Якутии и владельцев автомобилей на газовом топливе освободят от уплаты транспортного налога. Об этом сообщили в Минэкономике региона. От уплаты транспортного налога освобождены жители арктических районов, а также инвалиды и законные представители детей-инвалидов. Кроме того, предлагается освободить от данного налога многодетные семьи и автомобили, перешедшие на газ, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Якутия входит в тройку регионов с самыми низкими ставками транспортного
транспортного налога в стране. Они были установлены в 2010 году и с тех пор не индексировались. Законопроект о внесении изменений в закон о налоговой политике предлагает повысить налог в 2 раза для автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. В период ледостава обеспечение заречных больниц, в том числе запасами кислорода для ИВЛ, на особом контроле Минздрава. Глава региона СН Николаев поручил продолжить работу по оказанию практической и организационной помощи центральным районным больницам. Минздрав уже проинспектировал Нюрбинский район, а на этих выходных выехал в Татинский. Там имеются 60 инфекционных и 15 провизорных коек, 3 реанимационные койки, 3 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов. Региональный Минздрав держит на особом контроле обеспечение заречных районных больниц, в том числе запасами объемов кислорода для аппаратов ИВЛ. Колл-центр оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заработал на базе IT-Куба в Нюрбинском районе Якутии. Главная задача – это разгрузить медиков Нюрбинской центральной районной больницы, на которых ложится огромная нагрузка. В центре в 2 смены работают операторы под руководством директора Центральной библиотеки. Специалисты же IT-Куба оказывают им всю необходимую техническую поддержку. В офисе стоит большой светодиодный экран, где отображаются сведения по эпидемиологической ситуации в районе. Позвонить в колл-центр можно, например, если у человека изменилось самочувствие. Не было симптомов, а потом они вдруг появились. Или если не получается дозвониться до своей поликлиники. Также колл-центр обзванивает находящихся на амбулаторном лечении пациентов. В случае, если им нужна помощь в доставке продуктов и лекарств, работники сообщают об этом в волонтерский штаб. Названы способы уберечь номер телефона от попадания к мошенникам. Эксперт рекомендует пользоваться отдельными номерами для разных задач. Основные, например, банковские приложения, должны быть привязаны к одному номеру, а прочие аккаунты к другому. Также не стоит оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах. Кроме того, стоит скрыть аватарку в мессенджерах, например, WhatsApp, от тех лиц, которые не являются вашими контактами. Будет полезно запретить поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей. Номер мобильного телефона, попавший в руки злоумышленников, может раскрыть множество сведений о своем владельце, которые впоследствии могут быть использованы в корыстных целях. Конкурс за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» стартовал в России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по делам национальностей. Отмечается, что премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России. И, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего все народы нашей Родины. Общероссийский конкурс проектов инициирован в 2017 году и призван подчеркнуть языковое многообразие России, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия, а также продвижение русского языка за рубежом. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Благодарим наших коллег и надеемся, что сегодняшний день запомнится вам только положительными событиями. Друзья, мы продолжаем наш эфир. В Якутии стартовало производство хлеба с добавлением натурального порошкообразного ягеля, то есть лишайника, которым питаются северные олени. О секретах не только вкусного, но и полезного хлеба мы поговорим с заведующим лабораторией экологической, медицинской, биохимии, биотехнологии и радиационной биологии Института биологических проблем криолитозона Сибирского отделения Российской академии наук, кандидатом биологических наук Ефимом Хлебным. Ефим, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этом волшебном хлебе, да, в чем же заключается главная его особенность? Но главная его особенность заключается как раз в этой самой добавке, то есть то, что мы туда добавляем, лишайник, то есть в простонародье называется ягель, оказалось не таким простым, скажем так, лишайником, как все думают. Ну, лишайники, в принципе, мало изученные. А здесь он уникален еще тем, что, по сути дела, олени только им и питаются. Причем питаются даже зимой, когда у нас, ну, вы сами знаете, очень суровые условия. Собственно, поэтому начали его изучать. То есть, чтобы выяснить, что же там такого содержится, что его достаточно для того, чтобы олень выживал в, конечно, суровых условиях. Вот. И в дальнейшем обнаружили, что очень сложный состав. В том числе содержится очень много различных биологически активных соединений, биологически активных веществ, которые обладают и защитными свойствами, и свойствами, ну, похожими, скажем так, антибиотического действия, то есть что-то вроде натуральных природных антибиотиков, и веществ, способных нормализовать уровень
глюкозы в крови и веществ, способных выводить токсины. То есть очень-очень сложный состав. Собственно говоря, поэтому он и был выбран для того, чтобы его использовать в качестве добавки в хлеб. Ну вот мы говорим о том, что он сложный состав, да, и так далее. Мы знаем то, что он может быть полезным, да. Вот при каких болезнях он может оказать положительное влияние на организм человека? Значит, здесь то, что вот тот ягель, так скажем, ягелевый хлеб, который вот сейчас у нас идет в продаже, который производится нашим хлебокомбинатом, основное направление, которое мы указываем, скажем так, в инструкции, это как детоксикант внутренних сред, то есть получается способен связывать различные токсины, которые содержатся в организме, то есть прежде всего это полезно для таких органов, как печень, скажем, или, допустим, при течении, в принципе, любых каких-то патологических процессов токсины так или иначе выделяются. И компоненты ягеля, которые содержатся в этом хлебе, способны связывать эти токсины и выводить их естественным путем. А второе направление, которое сейчас наиболее актуально, это именно как антибиотический эффект. То есть он способен выступать в качестве антибиотика. То есть мы, например, до этого проводили эксперименты с туберкулезом, то есть при лечении больных туберкулезом, где он тоже очень дал очень хороший результат, но дал именно сам порошок ягеля. То есть, соответственно, добавление его в хлеб тоже вызывает тот же самый эффект. То есть это как бы антибиотическое, профилактическое действие в отношении различных болезней, которые связаны с органами дыхания. Да, вот мы говорим о составе, да, о том, что вот даже привлекались, да, в работе над созданием этого хлеба вот люди, которые болеют туберкулезом. То есть мы понимаем, что очень серьезный научный подход, да. Сколько же вообще вот разрабатывался данный хлеб и вот объем работы, вот, примерно? Ну, сам хлеб-то разрабатывался, в принципе, недолго, это где-то примерно полгода, именно сама рецептура, скажем так, этого хлеба. Почему? Потому что до этого еще лет, наверное, 8 назад у нас были первые попытки, когда мы пробовали создать что-то подобное, но там как-то что-то не пошло, скажем так. Те наши партнеры, которые были в тот момент, они что-то где-то как-то потерялись. А хлебокомбинат подошел просто более основательно к этому процессу. И, собственно, вот тот рецепт, то есть то, что вот сейчас в магазинах реализуется, они где-то примерно за полгода разработали. А сам ягель у нас изучается и до сих пор изучается. А начали, по-моему, его изучать, если не ошибаюсь, где-то в 2000-х годах. То есть очень долго. Мы до сих пор находим какие-то новые эффекты, которые есть в этом лишайнике. Ну и, конечно, я не могу не спросить вот насчет вкуса. Вот с чем можно сравнить вот вкус хлеба с ягелем? Ну, он немножко сладковатый. В принципе, он реализуется уже, по-моему, чуть ли не месяца 3 где-то. То есть он не то, что вот такая супер новинка. То есть у нас сейчас практически во всех магазинах шаговой доступности его можно найти. По вкусу он похож на, ну, не знаю, как черный хлеб, да, он получается такой плотный и немножко сладковатый. Я бы так сказал, по вкусу, если говорить. Ну, также мы знаем, что вот этот хлеб, да, с ягелем можно хранить до 7 дней, Да. и этот хлеб не потеряет, да, никаких своих свойств, что касается вот вкуса и, конечно, вот мягкости, да, вот. А в чем же секрет? Ну, собственно говоря, изначально и ради этого его и добавляли ягель в хлеб. То есть первоначально, когда вот у нас были первые попытки добавлять его в хлебобулочные изделия, у нас была задача сохранить увеличить срок годности, то есть чтобы хлеб хранился как можно дольше. То есть для того, чтобы, допустим, отправлять его в далекие районы, там какие-то удаленные улусы и так далее, и так далее. А как раз за счет того, что в самом компоненте ягеля содержатся природные консерванты. То есть, по сути дела, это как бы естественный консервант. Если добавлять его в хлеб или другие какие-то такие вот продукты, то они меньше портятся. То есть там не идет развитие как раз плесневых вот этих грибков, которые вызывают, собственно говоря, черствление хлеба. Там не идет развитие каких-то бактерий, которые могут привести к его там какие-то скисанию, ухудшению вкуса там, и прочее, прочее, прочее. То есть за счет вот этих вот как раз такие ягеля не происходит и, скажем так, порчение хлеба. Ну, действительно, это серьезное преимущество, да, идеально подойдет для охотников, я думаю. Вот, думаю, да. Взял хлеб, Думаю, да, иди, да. не беспокойся о том, что вот хлеб испортится. Ну что ж, Ефим, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Надеемся, что в скором времени также вы еще порадуете нас новыми новинками. Ну а мы, дорогие друзья, идем далее. А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию очередную зарисовку на тему «Сидим дома», которую прислали нам наши телезрители. Давайте посмотрим.
Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Благотворительная акция «Подари детям будущее» объявляет сбор средств в помощь Саше Живкович, 2003 года рождения, на специализированное лечение в детской клинике «Шнайдер», город Петах-Тиква, Израиль. Сейчас семье необходимо внести депозит на лечение. Диагноз – саркома Юинга мягких тканей средней трети левого бедра. Чтобы помочь Саше, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 34 34 или 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Саше вместе. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. С вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Так, король, принцесса, кинозвезда или певец. Казалось бы, отличная деятельность, вокруг сплошная роскошь, свободный график. Но, с другой стороны, вся жизнь под микроскопом, за каждым поступком наблюдают, обсуждают и, конечно же, критикуют. И многие известные личности справляются с этой нагрузкой именно благодаря хобби. Подробнее в следующем материале. Главная страсть короля Нидерландов Уильяма Александра – это небо. Самолетами он увлекался с детства, в итоге обучился летному делу и стал пилотировать королевский самолет. Ну еще бы, может себе позволить, но это не главное. Как выяснилось, король несколько лет инкогнито работал вторым пилотом на пассажирских рейсах. А вот у принца Чарльза множество любимых занятий. Он пишет картины, сценарии для документальных фильмов по экологии, книги по архитектуре и живописи, играет в поло. Но главная и многолетняя страсть – садоводство. Чарльз как-то признался, что общается с растениями, и подданные уже привыкли к тому, что его высочество здоровается с каждым деревом, которое он сажает, и пожимает ему ветку. За океаном хоть королей и принцев нет, зато странные увлечения тоже встречаются. Например, Уилл Смит, Том Круз и Дэвид Бекхэм частенько совместно устраивают поединки со шпагой. Джонни Депп играет в куклы, а Анджелина Джоли собирает холодное оружие – кинжалы, ножи, ну кто бы сомневался. А вот Джулия Робертс – активная вязальщица. Находясь на съемках фильма, актриса каждую свободную минуту хватается за спицы, а за натуральной пряжей и шерсти летает в Дублин. Вязаная мода для Джулии стала не только убийством свободного времени, но и как один из видов дополнительного заработка. Среди актерской элиты вязание как хобби очень распространено. Так, например, вяжет Сара Джессика Паркер, Сандра Баллок, Кэтрин Зета-Джонс и, вы не поверите, Том Хэнкс и Александр Балуев. Я, как видите, тоже вяжу. Но все же для большинства хобби чаще всего оборачивается коллекционированием. Собирает автомобили, комиксы, статуэтки, всякие железяки или динозавров, как актер нашего русского драмтеатра Евгений Золотуев. Сегодня я расскажу вам о своей маленькой коллекции, представителем которой является этот замечательный чункингозавр. Причем Евгений приобретает определенные модели динозавров. Так, например, ему нравятся фигурки французской фирмы Паппо, так как они выглядят достаточно детализированно с точки зрения палеонтологии и, на его взгляд, эстетично. И действительно, глядя на них, кажется, что попал в фильм «Парк юрского периода». Но в коллекции актера есть не только фигурки динозавров, но и их скелеты. И, конечно, книги. Словом, неважно, как вы проводите свое свободное время, собираете медицинские протезы или вышиваете крестиком, главное, чтобы это занятие было от души.
Действительно, очень интересное увлечение у звезд. Я думаю, многие телезрители порадовались, да, тому, что, может, они занимаются таким же делом, как и их кумиры. Ну что ж, друзья, мы идем далее. Детский центр творчества поселка Чернышевска продолжает работать в онлайн-режиме. Как учреждение занимается со своими подопечными, смотрите в следующем сюжете. Летом Центр творчества поселка Чернышевский работали в онлайн-режиме. Педагоги показывали свои уроки на своих страницах YouTube и Instagram. Были задействованы следующие педагоги: Мамаева Виктория Анатольевна, Жалботова Мария Сергеевна, Новокрещина Татьяна Владимировна, Малаева Ольга Александровна. На данный момент, с сентября месяца, мы продолжаем работать в том же режиме онлайн. Мы только что посмотрели материал о том, как же представители детского центра творчества работают со своими подопечными в период ограничительных мер. Напомним, что пока что учреждения дополнительного образования все еще работают в заочной форме, то есть дистанционно. Ну а сегодня, 9 ноября, якутские школьники выходят учиться в очной форме. Начинается вторая четверть, и мы хотели бы в конце нашего эфира еще раз пожелать школьникам новых успехов, новых побед, а родителям, конечно, терпения. Я думаю, что касается родителей, кстати, посмотрев материал детского центра творчества, они, наверное, взяли в свой арсенал способ развлечь своих детей. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. Напоследок хотим пожелать вам хорошего дня. Эфир продолжат мои коллеги и Сангакун. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб.
Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.